Удмуртиос мукетфину горкалык ёсто дощёсан уже сазым. Чему еще го ашмёс ашмелы тунсуком потышке, нож то дощёслэч уже ёсэслэ дишком, ке укатаек мукет калак выживешь потом то дощёслэч. Чапкишкишком, вот кычэ ешми вылышке мышуишком. Чапак то досужьёс мукет калак ёсто тунсуколы мы этнография фильме сандуала улоны премзы, кулалыксы шарш ферашком чактишко тумне малке шуна программа анджач бараш. Ну что на историю, то что он сука адями, Ева Тулус, финно-горто досья профессор. Дядь Борис. Дядь Борис. Я так думаю, что будем говорить на русском? К сожалению, да. К сожалению, не получилось выучить удмуртский на таком уровне, как хотелось. Ну, можно говорить о том, что вы знаете очень много языков. Наверное, через некоторое время, возможно, и будете знать и удмуртский тоже. Знаете, если я знаю много языков, это потому что у меня 3 языка с детства. Это помогает, но до какого-то возраста. А сейчас я чувствую, что, стараюсь, посмотрим, но я чувствую, что больше энергии нет для новых языков. К сожалению, возраст. Вот для меня вообще очень интересно. То есть, по сути, вот как мне рассказывали, вот вы вообще никак не были связаны с финно-уграми. То есть, если ваша мама, отец португалец, да, а мама итальянка. Да. То есть, как вы вообще вошли в финно-угорский мир? Почему это странно? Финно-угорский мир очень интересный мир. Может интересовать всякого. Не обязательно надо по следам родителей. Но это длинная история, конечно. Финно-угорский мир начинался в Венгрии для меня. Венгрия была первая страна, в которой я первый раз путешествовала в 1977 году. Мне там очень понравилось. Очень обидно было, что ничего не понимаю. Значит, надо язык выучить. Выучила. Потом решила посмотреть, что делается в университете с венгерским языком в Париже. Там был великолепный преподаватель Жан-Люк Моро. Вы его знаете в Удмуртии. И он был именно тот преподаватель, который очень точно для меня подходил. И поскольку он тоже преподавал финский, стала тоже финский язык выучить. И с ним очень много говорили об удмуртах. Интерес, конечно, возник оттуда. Ваша докторская диссертация по теме «Письменная культура и национальное самосознание удмуртов до 40-х годов». Удивительно, почему вы взяли эту тему? Письменная культура – это значит не только литература, но письменность сама. Мне было чрезвычайно интересно, как это внешний вид выражения вошел в финно-угорской культуру. Вот в советские времена об этом не очень говорили, или говорили только, чтобы сказать, что это было очень плохо, очень плохой язык и так далее. Но мне этот процесс очень как-то интересовал. И я хотела об этом больше знать. Второй момент. Мне было впечатление, мне создалось впечатление, что если, несмотря на жестокости того, что произошло в 30-х годах, и после даже 30-х, несмотря на все это, удмуртская идентичность выжила. И мне кажется, она выжила на таком уровне из-за того, что были эти 20-е годы, в которые очень богатая, очень просто немыслимая, можно сказать, культура в новых формах, в письменных формах цветила. И мне захотелось тоже это показать. В конце своей диссертации у меня есть целый том приложений, и в приложениях есть тоже фотографии. И я заканчиваю на
Ну, фотографию, которую я сделала в Гуриш-Путге, там около музея Герда, около школы Герда. Там есть какая-то бетонная маленькая тропа, а среди бетона трава растет. Вот, и я заканчивала с этой фотографией, что несмотря на всю бетон, который на Удмуртах деле, все-таки эта трава живет. А сейчас есть такое ощущение, что вот над Удмуртами бетон, и через бетон идет и... Да, мне кажется, что очень много все-таки изменилось. Это чувство есть. Я посещаю Удмуртию с 1994 года. И мне кажется, что были разные периоды самовыражения у удмуртов. Мне кажется, что вот этот период сейчас очень интересный, потому что мне кажется, я так чувствую, что есть два пласта, которые меня интересуют. Есть то, что у вас есть моя Удмуртия, и что можно телевидение посмотреть по-удмуртски, то, что можно на каких-то публичных форумах выражать себя по-удмуртски. Кстати, и я присутствовала не на первый съезд удмуртов, но мне кажется, это было второй и третий. И первые разы, когда я была в Удмуртии, мне было впечатление, что я удмуртский язык не понимаю, но все-таки достаточно много понимаю о том, что говорится, потому что это было полное русскими словами. Это изменилось. Это я чувствовала на себя, что это изменилось. Но вот есть этот пласт. Удмуртский язык в школе и как стараются вот этот развивать, несмотря на все препятствия. А есть другой момент, это инициатива. Мне кажется, что в последние годы возросла инициатива молодежи именно на самовыражение по-удмуртски. Вот. И это, мне кажется, чрезвычайно интересно и чрезвычайно дает надежду на будущее, потому что если не люди сами возьмут на себя все официальные мероприятия ничего не могут изменить. Надо, чтобы оба работали вместе. Еще один для меня очень интересный вопрос. Вы являетесь одним из организаторов фестиваля по визуальной антропологии. То есть почему вам это интересно стало? Это все связано тоже с моим интересом к антропологии. Я не училась антропологом, но в последние годы, в последние десятилетия мои работы, можно сказать, что они в рамках антропологии. И есть темы, для которых визуальная антропология дает наиболее точные, наиболее богатые результаты. Как вы думаете, насколько развита вообще визуальная антропология, вот эти фильмы этнографические вообще в финно-угорском мире? То есть я понимаю, то есть за пределами России, возможно, это и есть, а в России, в финно-угорских республиках? Первый ответ, я бы сказала, что, к сожалению, этих фильмов очень мало в нашем фестивале. Значит, если они есть, их не отправили. И я пользуюсь этим возможностью, чтобы сказать, если такие фильмы делаются в Удмуртии, пожалуйста, отправьте их в Тарту, фестиваль фильма мира, worldfilm.ee, чтобы мы могли дать им резонанс. Фестиваль для этого. Значит, у нас нет конкурса, это просто мы выбираем интересных фильмов, хороших фильмов, чтобы их показать. И финно-угорская тема была бы
приоритарная, если были такие фильмы, но очень редко они бывают. Это отрасль, которую можно развивать мощно. Потому что, смотрите, в вашем регионе, и здесь, и в Поволжье, есть такое культурное богатство, которое наилучше выражается через фильмы. Все устные традиции. Вот их лучше почувствовать через фильм, чем через статью. Вот еще один вопрос хотела я задать. То есть вы сейчас заключаете договор с «Моей Удмуртией», я так понимаю, будет совместный проект с «Моей Удмуртией». Какой это проект, что это будет? Да, это проект связан с работой, которую мы с Ливо Никласом сделали уже 2 года и будем дальше тоже делать. Значит, мы изучаем удмуртскую религию в Башкортостане, там, где компактно живут удмурты, где есть маленькие удмурти. А там, где православия нету, где ислам есть, но не в агрессивном виде, удмурты живут в их традиционной религии. Это часть их ежедневной жизни. И для меня это очень интересно изучать, как это имеет значение для современных людей. Они современные люди, как все. Они тоже сидят в интернете. Да. Но какая значимость этих молений, которые делаются естественным видом, которые в некоторых местах даже никогда не прекратились и в советских времен. Вот это мы изучаем, уже были 2 года, уже снимали, документировали 8 молений. Мне кажется, это лучший вариант, чтобы и моя Удмуртия получила пользу от этого. Там очень много интересного для удмуртов. Вы так сейчас с упоением говорите об удмуртах, которые там живут, которых будете снимать. А эти удмурты, они понимают, что они уникальны, что они сохранили то есть, вот это язычество, что они ну реально, они уникальны. Или вот нужно было приехать Еве и начать снимать, и чтобы они поняли? Я думаю, что они знают, что у них есть что-то очень ценное. Но, с другой стороны, поскольку это часть их ежедневной жизни, это для них еще не взял музеальная ценность. И я надеюсь, что это не будет. Пусть они будут как-то спокойно, это потому что делается так, и потому что наши предки сделали, и потому что я сделала это в детстве. Я в детстве собирал крупы и дальше своим детям передам. Значит, есть до какой-то степени, но нет то, что это угрожено. Это нет, пока спокойно. И пусть остается так. Спасибо вам огромное, что вот нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо огромное за разговор интересный. Спасибо. Баджим рахмет, как они скажут там. Pirmiausia, aš Veraškinu Kutskimnim verate keltėmiau potą animajem. Manam Удмуртия телерадиокомпания орчис телепрограмму сяно телефильмеся герой нашего времени мам России вожил яшком. Вожил яшкона еще не донлач распоможье своему манвал. Думаю, еще состез керезы, щежим номинацию. Вожив на Удмуртии телеканалочка кружье свою думнее дваштизы. Вот и Светлана Буланова, живая память фильмец. И сейчас они научились и отливают голову вообще целиком. Они в раз ее отливают не из 2 частей, и потом... Скульптуру Павел делает по поручению полковника Германа Санникова. Увековечивать память своих коллег, героев Великой Отечественной войны и погибших при исполнении служебного долга, старый опер считает своим долгом. За 6 лет Герман Сергеевич вместе со своими коллегами-полицейскими установил 11 монументов, из них 3 фронтовикам, героям Советского Союза. Какие-то интеще темон, кто мы циклыш улон колеса шулем пиала фильмлым совера Ольга Туктарева Брангуртыш пещаной сланшуры сышарыш.
Черклештон кейлусал. Та ситуация вообще илусал поте. Хотя троссе, что ти укыраса дез инмарлен бір ямадямёсыз, мол пашкод. Вал саджи. Инмарлен бір ямадямёсыз ушука ми просто ми случайно кудосыз потны богатизы. Сойник со счетами ми была счетами. Не от того, что ми до того дичешь, до того вижмуешь, чулкытешь, пщелок темешь. Ми сычей качадямёс. Просто милям уже мытыр миссе поттыны. Вань мы состыр мыдыр, сойник со ми была друща мындыр. Кыче поте калюбине та шурес мемлогеме, кыче поте кышкарыдык адямие зуламе. Наш вылезмал кашуна программа эфире потозарня алчыса тадырек дечлы.